На семинаре было множество интересных конкурсов, мастер-классов по приготовлению кофе. Бариста с разных кофеин поделились своими секретами и методами заваривания напитка. Также было множество интересных фактов о кофе. Основная тема у нас сегодня молоко и кофе. Мы взяли за основу такие напитки, как капучино, латте, флэт white, очень модные напитки. Будем сегодня вместе учиться их делать, узнавать что-то новое, рисовать на кофе. Вот, надеюсь, да, будет интересно, вкусно. Жительница столицы Айдана очень любит кофе, и ей захотелось узнать больше о культуре этого напитка. Для того, чтобы хорошо готовить кофе, она прошла курс баристы. По ее словам, она открыла для себя много в этой области. Я узнала, что такое вообще кофе, я узнала, что это ягода, откуда оно берется, где выращивается, в каких странах, какие сорта есть и какие у нас в Кыргызстане используются. Я узнала, что есть только два вида кофе, которые используются во всех странах. Это арабика и робуста. Также на мероприятии были приглашены именитые и опытные баристы города, которые поделились своими знаниями, навыками в этой области. Рассказали начинающим бариста, как правильно делать кофе с молоком, как правильно работать с гостями, с покупателями и правильно подавать кофе. Также профессионал кофейного дела Стамбек Маматысаев продемонстрировал свои таланты в удивительном искусстве декорирования культового кофейного напитка капучино. Подходим уже к нашей кофемолке, мы ее включаем и насыпаем кофе. Стоит отметить, раньше в Кыргызстане хороший кофе употреблялся очень узкой группой кофеманов, но примерно с 2006 года в столице открываются кафе и стойки кофе с собой и пользуются репутацией престижных мест, располагаясь на центральных улицах и в торговых центрах. А спустя еще 10 лет на бишкекский рынок зашли российские и глобальные франшизы, увеличив конкуренцию. Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.